Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что плохое уйдет из вашей жизни? Что не будет происходить, преследовать вас в новом году? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на свои проблемы, беды, неурядицы. И давайте посмотрим, что покажут и что подскажут нам высшие силы. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Скажите мне, кто у меня постоянно плачет? Вот чьи слезы я вижу? Слезы. Вышли слезы, много слез. Целое море слез. А у кого-то прям океан. Кто-то очень плачет. Я не вижу причину, по какой причине вы плачете, но вижу, что вы остановиться не можете. Вот и плачете, и слезы льются и льются. И что бы вы ни делали, вы никак не можете остановиться. Ну, кто-то плачет из-за мужчины. Возможно, потеря мужчины была. Ну, а кто-то плачет из-за потерь в своей жизни. Да, как будто бы жизнь рухнула. Рухнула, и вы этим пеплом, пепел остался, вы этим пеплом голову себе посыпаете. Тут и боль, и страх, и отчаяние. И вот чувство какой-то жуткой несправедливости. Почему это с вами произошло? Почему произошло в вашей жизни? И что вы такого сделали, что вас так высшие наказали, да? Кто страдает? Напишите мне в комментариях. Я за вас помолюсь. Напишите, пожалуйста, свое имя. Не надо писать причину, просто имя напишите. Я за вас обязательно помолюсь. Так мне вас жалко, мои милые. Вот могла бы, обняла бы, вот всех бы взяла и обняла бы. Прям чувствую вашу боль и чувствую ваши страдания. Ваши чувства мне очень знакомы. В своей жизни я тоже это проходила. Я вас понимаю лучше, чем любой другой человек. Послушайте, ваши слезы уйдут. Уйдут и не вернутся. Следующий год, пусть не начало, но вот ближе к концу весны, я вас вижу счастливым человеком. Человеком, у кого есть дело, у кого есть любовь, у кого есть гармония. И вот какая-то востребованность ваша, да? То есть вы знаете, что вы нужны, вы знаете, что вы делаете что-то правильное, полезное и нужное. Подождите, потерпите. Эта боль, она потихонечку начнет отступать и отходить от вас. Я вот вижу, что кому-то эту боль накликали. То есть это не было желанием высших сил, это не было каким-то наказанием вас. Это больше похоже на проклятие, либо на пожелание. Да? Вот пожелали вам, да, чтобы вы слезами утерлись. Причем желали не просто слез, а кровавых слез желали. Но кто потерю пережил, эти кровавые слезы, они так и выразились. Смотрите. То, что случилось, назад не отмотаешь, не отвернешь. Понятно, что человека, кто ушел, уже назад не вернуть. И тут даже говорить не о чем. Но небеса великодушны. Они одного забрали, двоих дадут.
Я не могу сказать, кто эти люди будут вам, что там у вас с этими людьми будет, какие отношения будут. Но я вижу, что эти люди вас на руках носят. Понимаете? Носят на руках. Вы утешитесь. Вы смиритесь, и вы примете эту ситуацию. Те, кто вам этого зла нажелал, кто стал направителем этого зла в вашу сторону, им уже сейчас придется отвечать. У этих людей, либо у конкретного человека, да, вот у вас горе случилось, а у тех людей, либо у того человека горе будет втройне, понимаете? Я вижу, что вас это не утешит, я просто хочу, чтобы вы знали, что справедливость, она будет восстановлена, абсолютно будет восстановлена. Еще для тех, кто все потерял и тоже пережил потери. Это была ваша судьба, и это идет открытие вашего дара. Через боль, через испытания, через потери, через вот эти кровавые слезы ваш дар открывается. Дар никогда не открывается на ровном месте. То есть человек, носитель дара, входит в свою силу. Вы переживете это все, вы поймете, что с вами произошло, без меня поймете, вы научитесь с этим жить. Вы в будущем будете другим людям помогать и других людей успокаивать. Но не так, как я вас сейчас, а по-настоящему. Вот, да? Лично будете общаться, с каждым будете сидеть, разбираться. В чем ваш дар? У кого-то явно это связано с тонкими мирами, то есть целитель, экстрасенс, ясновидец. А у кого-то это связано, вот именно, как больше похоже, наверное, на когда люди вот делятся, да, своим пережитым, и они как, такие домашние психологи, я их называю, да, человек не по книжкам выучил эту психологию, а, как говорится, на собственной шкуре все это прочувствовал. Это вот так оно у вас идет. Такая судьба была, тут ничего не поделаешь. Смотрите, конец весны. Конец весны – это ваше время. Время, когда слезы сменятся улыбкой. Когда вы в окружении очень хороших людей и заняты своим делом. У вас очень спокойное и благостное состояние души. Дождитесь этого момента, дождитесь, держитесь, крепитесь, не сдавайтесь. Вам есть ради чего, ради кого жить. Поверьте, вот так оно и будет. То, что вы потеряли вот в плане имущества, да, какие-то денежные, имущественные потери были, вы не только восстановите, так вы еще и приумножите. Тут, кстати, приумножение идет на десятки раз. Даже не единички, да, там 3-5, а вот больше, чем 10 раз. Понимаете? Вот что идет. Поверьте, это все будет. Обязательно будет. Вот. Не надо расстраиваться и не надо переживать. Так, еще. Кто-то лишился дома. Причина вас какая-то выгнала с насиженного места, там, где было все свое родное. Вы вот как будто бы странник, по миру странник, по чужим домам странник, да, как скитаетесь. Я не могу сказать, что прям очень плохо вам, людям и похуже бывает. Вы походите, мир посмотрите, людей посмотрите, вы домой вернетесь. Вы опять будете там, где вы были. Там, где вам действительно хорошо, там, где место вашей силы. Вы, когда домой вернетесь, вы обязательно посадите кустик либо деревце. Обязательно. Понимаете, посадите. Вот этот кустик, деревце, это будет как ваш оберег. Даже не ваш, а всей вашей семьи, всех ваших близких, уже существующих и тех, кто в будущем появится. Вот, дерево. Если что плохое, дерево будет либо кустик на себя брать, да, и защищать и оберегать ваш дом. Вернетесь вы домой, тут летом не идет почему-то, да, либо начало, либо серединка лета. Вот летом вы уже дома, как раз можете и посадить. Так, дальше иду. Здесь одиночество, какое-то бесконечное одиночество, больно, страшно, одиноко.
Кто-то одинок, вообще, в принципе, никого нет, ни котенка, ни ребенка, ни родной души. А кто-то одинок в семье. Да? Вот так иногда бывает, когда люди в семье, каждый занят своим делом, там между мужем и женой полный холод, морозильник, да, находится. А вы ведь человек молодой, да, женщина либо мужчина. Вот молодой человек, хочется жить, хочется еще жить и жить полноценно. Смотрите, здесь у вас вот как с начала года даже какие-то изменения пойдут. Я вижу, у вас какой-то необычный интерес появится. Необычный интерес, какое-то либо знание, вот что-то вы будете добывать, получать, либо вы чем-то увлечетесь, как искусство даже, может быть, какое-то. Вот там вы себя полностью раскроете. Туда вы всю вот эту свою нерастраченную энергетику, вы туда ее вбросите и получите просто превосходный результат. Вы очень поменяетесь. Вы поменяетесь не только внутри, но и внешне. Вот как расцветете. И муж, либо жена на вас начнет внимание обращать, и дети начнут интересоваться, что же вы такое интересное делаете. Вот как будто бы вы всех вот своих близких, да, посвятите в свое дело. И семья получается такая плотная, дружная, сплоченная получается, да, вот как все будут заинтересованы. У кого никого нет, вам, скорее всего, вот праздники, да, либо это новогодние праздники, либо это уже после Нового года какие-то праздники будут. Вам на праздник будет подарен от высших сил партнер. Мужчине женщина, женщине мужчина будет подарен. Этот человек придет в вашу жизнь не пустой, он придет со своим скарбом и со своей семьей. То есть вот вы абсолютно одинокий человек, абсолютно одинокий, да, нигде никого нет. И тут вы встречаете мужчину, у которого огромный большой дом, у кого есть там дети, родители, там братья, сестры, такая огромная веселая семья. Вот. Вам высшие силы дарят вот эту семью. Вы станете полноценным членом этой семьи, очень гармонично туда вольетесь, и вот она, жизнь наладилась. Очень быстро вы с этим человеком сойдетесь, как-то прям, совсем быстро. Вот момент знакомства, и вот вы уже вместе, и вот вы уже подаете документы, и вот вы уже жена, да, либо вы уже муж. Очень быстро у вас это все произойдет. Прям как, знаете, любовь с первого взгляда идет. Вот. И получается, человек был одинокий, никого не было, а тут раз, и все есть. Бац, и все появилось. Но вы этого заслужили. Вы действительно этого заслужили. Судьба просто так такие подарки не дает. Это выстраданный и заслуженный подарок идет. Праздники. Вот мне почему-то идут какие-то зимние праздники. В голову приходит только лишь Новый год. Но не только ж Новый год, да? Есть же еще Рождество, что там, старый Новый год, да, китайский Новый год есть. Какие-то праздники. Вот мероприятия вижу. Вижу мероприятия, люди празднуют, веселятся в красивых нарядах. И там вы познакомитесь. Кому-то даже придется ехать на это мероприятие. Судьба тут за руку ведет, подводит, знакомит, сводит. Да? Тут все, за вас я спокойна. Так, идем дальше. Мечта. Вот кому-то очень нужен автомобиль. Вот вы хотите автомобиль, он вам нужен, вот прям позарез. Вот хочу и все. Не знаю, мужчина вы или женщина. Но кто себя узнал, тот тебя узнал. Смотрите, что вижу. Я вижу машину, которая найдет себе хозяина. То есть она найдет вас. Не совсем то, что вы хотели, не совсем то, врать не буду. Вы даже сначала, может, и внимания не обратите, либо откажете, скажете, да, не хочу. А потом, то ли цена вас привлечет, то ли состояние, может быть, этого автомобиля вас привлечет, может быть, какие-то там скидки будут, там страховки. Я не могу понять, что это. Да? Вот какой-то идет момент привлечения вас. И вы совершите эту сделку. И вы знаете, такая машинка, как вот этот конек-горбунок, да? С виду неказистая, но волшебная, просто волшебная. Возить вас будет, служить вам будет. Будете на нее радоваться, вот как прям друг подруга идет, да, вам эта машинка. Будет, обязательно будет.
Дурного не думайте. Не гоняйтесь вы за этими марками, брендами, этими странными производителями. Это все пустое. Ваша машинка, ваш верный друг, и она вас найдет. Так, жилищный вопрос у меня здесь вышел. Но это тоже как приобретение. Кто-то хочет продать, кто-то хочет купить. Если будете покупать, сразу, вот тоже вот до этого было у меня то ли на кофе, то ли тоже на песке, возможно. Где-то я уже такое видела. Либо не там, где вы хотите, не в той местности, да? Либо не квартира, например, а дом. Либо наоборот, не дом, а квартира. Вот купите, обязательно купите, и цена будет хорошая, продавец порядочный будет. Что касается продаж, не спешите вы с этими продажами. Понятно, что кому-то прям очень деньги позарез нужны. Лучше перекрутитесь, перебейтесь, либо найдите в другом месте. Не спешите. Здесь идут какие-то очень серьезные изменения вот в плане как цен, да, цен на недвижимость. То есть, если вы в скорую продадите, вы большие потери получите. А если вы немножко подождете, то там такой рост цен пойдет. 3 цены еще наварите, а то и больше. Представляете? Поэтому спешить не стоит. Вот. Дождитесь хороших условий, дождитесь, и все будет. И не пожалеете. Денег выручите порядочно. Так, еще плохое здоровье вышло. Плохое здоровье, прям одна большая дырка по телу. Не могу сказать вы, либо кто-то из ваших, но это прям беда, горюшка, да, вот здоровье. Самое важное, да, это самое важное. Вот деньги не настолько важны, как важно здоровье. Если у человека нет здоровья, то ничего уже не радует. Вот у кого проблемы с плохим здоровьем? Врать не буду, вижу очень долгий период лечения, очень долгий. Лечение будет применяться, ну, я не знаю, какое-то необычное, разностороннее, болезненное даже в каком-то моменте будет. Ну, много всего вам будут делать. Очень много, да, либо кому-то из ваших близких. Но зато будет очень быстрая ремиссия. Человечек настолько быстро пойдет на поправку после всех этих манипуляций, операций, что прям шок. Даже вот все эти ученые, там, дядьки, профессора будут хлопать в ладоши и говорить: как же так, да как же так? Сенсация. Вот это вижу. Придется помытариться по поликлиникам, по больницам, госпиталям, по всяким там исследовательским центрам. Везде побываете. Везде. И везде вас будут знать. Вот прям узнавать вас будут. Как свой уже везде будете, либо своя. Но результат будет хороший. К концу года вот эта беда, горюшка это со здоровьем, вообще отступит. Даже и вспоминать не будете, что с вами это было, да, либо с вашим близким человеком. Но работа предстоит тяжелая над этим вопросом. Так, идем дальше. У кого-то здесь сплошное невезение. Невезение прям на ровном месте, да? Как говорится, ничего не предвещало, и телефоны с рук падают, и бьется, и ломается, и крошится, и теряется, и что только не происходит. И падает человек тут, и все углы сшибает, а кто-то прям в синяках у меня постоянно ходит, травмированный человек, кто-то режется, кто-то обливается. Ну, прям ужас, ужас. Это глаз. Это глаз, причем глаз постоянный, регулярный. Вас кто-то очень сильно глазит из вашего окружения. Смотрите, я вам сейчас водную дам, а вы, наверное, я надеюсь, узнаете этого человека. Человек при встрече с вами всегда начинает с каких-то витиеватых комплиментов. Ой, как тебе хорошо, ой, как тебе красиво, ой, а это что такое, ой, а я бы тоже хотел, ой, а я так мечтал. И вот прям как понос идет словесный, восхищение, там примесь с такой неприкрытой завистью, ну, понимаете. Вот этот человек вас жутко глазит, очень жутко глазит. Если этот человек живет с вами по соседству, возьмите булавочку, да приколите к его входной двери, либо там в косячок засуньте, и пусть висит эта булавочка. Человек будет делать шаг за порог, и вот эту дурную энергетику с собой брать не будет.
В дом к этому человеку не ходите и в свой дом не впускайте. Сделайте, пожалуйста, себе оберег, а лучше несколько оберегов, и пройдите предварительно чистку. Поверьте, от этого всего можно избавиться. Это не тотальное невезение, это просто тотальный сглаз. То есть человек вас наблюдает, и человек это делает. Если у вас есть возможность выехать, уехать, переехать, переезжайте. Поверьте, это вот прям оно. Идеальный вариант уехать, переехать. Вот. Ну, это у кого есть такая возможность. Вот. Надо бороться с этим. Тут я, конечно, рекомендую посетить специалиста. И чем раньше вы его посетите, да, тем быстрее все ваши вот эти беды, неприятности закончатся. Силы у вас, вижу, есть. Защита, в принципе, неплохая. Но там человек уж слишком лихой. Знаете, такая энергетика грязная. И она прям фонит. Вот фонит от него, либо от нее. Кстати, и мужчина может так делать. Будьте поаккуратней. Так, здесь кто-то животное потерял. Потеря животного идет, любимого животного. Господи, сколько же вы плакали. Ой, как же вы страдали за эту бедную животиночку. Послушайте, я не могу сказать, что вернется. Ну, кому-то вернется, это точно, да. Но у большинства отыграется, что, скорее всего, нет. Но вы узнаете, что с этим животным все в порядке, да, либо в хороших руках. Это вас утешит, поверьте, это вас утешит. И там такие обстоятельства хорошие, что вы вот прям как скажете: ой, там животному лучше, чем у меня, да, либо там, ну, может, там компания есть, да, может, там другие животные есть. Вот, и вы прям успокоитесь. Но вы узнаете, где что и что произошло. Ну, а кому-то вернется, прям, да, вернется и будет с вами дальше рядом. Все будет хорошо. Так, у кого животное погибло, причем вот недавно совсем животное погибло, ну, ваше животное вас спасло. Большую беду от вас отвело, удар на себя взяло. Помните это животное, поминайте, добрым словом поминайте, не жалейте. Не жалейте, потому что это был поступок любящей души. Да? Животные ведь тоже обладают душой. И эта душа принесла себя в жертву ради того, чтобы вы жили, не страдали, и чтобы с вами плохого не случилось. Вот. Хотите поблагодарить эту душу, возьмите себе новое животное. Вот так вы поблагодарите. Желательно, чтобы вы взяли либо с приюта, либо с улицы. То есть одна душа вас спасла, а вы спасите другую душу. Вот это будет правильный поступок. Поступок, который принесет благость в ваш дом. Вот. Так, еще любовный треугольник здесь у меня разобьется. Разобьется любовный треугольник. Если мужик ходил к любовнице, там очень-очень плохо все будет. Но вот не могу сказать, что там произойдет. Но там что-то прям с дракой идет. Драка, выяснение, то ли они друг друга побьют, то ли там его кто-то побьет. Ну прям вот с кровью расстанутся, честное слово, очень плохо. Вот. И мужчина такой несчастный будет, разбитый. Понимаете, он и перед вами виноват, да, обделался. И там, значит, понятно, да, что с ним произошло. Мужчину надо лечить. Надо лечить, и здесь бы хорошо поводить к психологу, потому что он очень серьезную душевную травму получил. Ну, еще раз говорю, да, смотрите, он ставил все ставки на эту любовницу, и она его предала, да, либо там обманула. И тут же вот совесть, которая, ну, прям будет ему глаза колоть и говорит: ну, какая же ты подлюка, да? Вот женщина святая жена твоя была, что тебе надо было? Что ж ты бегал по этим девкам-то гулящим? Смотрите, чтобы у него там ничего по фазе не сдвинулось, потому что это большая боль, да, и душевное потрясение нереальное. Вот, и вы там успокоительным, если есть желание, если есть возможность понять, простить, примите, простите, полечите. Если нет, ну, я вам серьезно говорю, его ждут плохие события и плохие состояния, вплоть до каких-то даже приступов. Не дай бог, конечно, никому этого не желаю, но такой момент может быть. Да. Так, для тех, кто наоборот, да, со стороны любовницы выходит, а у вас другой мужчина идет.
У вас идет другой мужчина. Девочки, вы понимаете, вам эта любовь так тяжело давалась, даже не по той причине, что вы там мужчину с кем-то делили. Вот это именно ваша гордость, ваше самоуважение, которое вам всегда вот на самом деле там нашептывало: да как же так, да как же так. Ну разве ты хочешь быть номером 2? Да, ну зачем тебе это все надо? Господи, ты ж такая у меня красивая, шикарная, молодые годы, да, кровь с молоком, ну что ж ты делаешь? И от этого вам вот прям так было плохо. У вас идет мужчина, мужчина ваш персональный. Мужчина, кстати, по судьбе вам этот идет. И 100% вы уже либо виделись, либо знаете. Вы с этим мужчиной, вот тоже вот мне праздники какие-то идут, на праздники сойдете с этим мужчиной. Прям поймете, что вот да, именно тебя всю жизнь я и ждала. Да, ты мой там сосед, либо коллега, вот не могла разглядеть, а вот именно в праздник я тебя и разглядела. Вы с этим мужчиной сойдетесь, а от этого любовничка своего избавитесь. Вот, так оно идет. Так, ребеночек кому-то идет, ребеночек, лялечка. Кто-то прямо забеременеет и родит, особенно девочки, кто долго не мог забеременеть, и ну, лечилась девочка, какие-то вот проблемы по здоровью были. Вы знаете, как-то хитро вы беременеете, очень хитро. Возможно, даже и не поймете с первого времени, да, уже как поймете, уже там срок будет приличный у вас. Вы, главное, не бойтесь, поменьше вы вот дуйте на свой животик, ведите активный образ жизни, побольше будьте на природе и уберите все триггеры и стрессы из своей жизни. Кстати, самая большая проблема у вас именно в голове находится, вот в ваших страхах и в ваших переживаниях. Если вы научитесь выбрасывать эти мысли из головы, ну прям тут идеально будет. Так, кстати, сразу хочу предупредить, у вас этот ребеночек, он может прийти, кстати, не один. Либо, знаете, как прийти и за собой кого-то привести. То есть, знаете, как девочки беременеют. Родила и тут же новым забеременела. Если это не входит в ваши планы, ну, примите меры, девочки, примите меры. А то сразу, вот как погодки, да, погодки, по-моему, это называется. Я точно не помню, но кто помнит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот могут и погодки пойти. Так, кто-то у меня здесь девочку выдавать замуж будет. Замуж. За взрослого будете выдавать замуж. Девочка, либо дочка, либо внучка. Долго она у вас в девках сидела. Вы уж так переживали и пытались помочь. И что вы только не делали. Слушайте, она сама найдет. Найдет себе взрослого мужчину. Серьезного мужчину, стабильного мужчину. Он ей как и муж, и отец, и как и брат старший, да, защитник. Он хороший мужчина, порядочный. Свадьба будет, кстати, очень шикарная и какая-то необычная. Очень необычная. Так, у кого-то, кстати, зять будет, ну, как говорят, не наших кровей, да? И, возможно, он какой-то иностранец, а возможно, он по национальности какой-то вот прям, ну, совсем противоположно идет. Пусть вас это не пугает, пусть не пугает, наоборот, детки будут сильные и здоровые, да, у них прям, и иммунитет хороший тут будет, и судьба счастливая, Знаете, метисики, они ведь все очень счастливые. Но это не пугайтесь, это не значит, что у вас там будет какой-нибудь афроамериканец, либо какой-нибудь, ну, кто там, араб, да, нет. Может быть, мужчина там с Кавказа, да, вот, пугаться не надо. Вот, и вообще этого не надо бояться. Здесь все хорошо будет. Никого не будет обижать, ни вас, ни ее, ни близких, ни своих, ни чужих, да, хороший, порядочный мужчина идет, очень серьезный. Так, и еще момент. Момент связан с бизнесом. Бизнес. Вот прям вышла у меня 4 какая-то пораненная. 4, которую пытались расшатать, разрушить. Ну, возможно, конкуренты. Возможно, как глобальный экономический кризис. Возможно, ну, даже какие-то законы. Да? Законы и какие-то изменения проходили. Вот, вы этот бизнес и так уже там по крупицам создавали, и тряслись над ним, и что вы только не делали. Вот, а теперь страшно, и уже усталость чувствую, не знаете, что делать. Не бросайте, продолжайте. Не так, что ой, будет, что будет, а именно старайтесь, как вы и раньше старались. Кто-то должен прям усилиться. Смотрите, после
после новогодних праздников будут какие-то улучшения, послабления, расширение возможностей, может быть, какие-то льготы, там, как они, там, по кредитам, либо льготы по налогам. Что-то хорошее будет происходить. Потом, следующим моментом, весной что-то хорошее произойдет. А к лету вы придумаете либо как прокачать свой бизнес, либо какое-то новое направление придумаете. А осенью вы уже сверхприбыли будете получать. Вот как у вас идет. Поэтому не надо, ничего не бросайте, продолжайте. И смотрите, перемены будут очень замечательные. Да. Вижу, что устали, но потерпите еще чуть-чуть, и дальше немножечко будет полегче. А потом еще лучше, и еще лучше. И бизнес будет у вас процветать. Кто думает открывать бизнес, кто прям мечтал, хотел, может быть, пытались, не получилось, после Нового года сразу открывайте. Успешный будет бизнес, и будет развиваться и процветать. Неважно, большой бизнес, маленький, неважно, чем заниматься будете, главное делайте. Так, еще момент. Мужчина нервы портит. Кому мужчина нервы портит? Вы либо встречаетесь, а он все никак предложение не делает, все как-то выкаблучивается, либо вы уже с ним живете, но он что-то нервы вам очень сильно портит. Там причина есть, и причина очень серьезная. Он ее скрывает, бережет, очень боится, что вы узнаете. А вы возьмете, да и узнаете. Как узнаете эту причину, конечно, будете шокированы, очень будете шокированы, но вы сможете эту причину решить. Вот вы его сможете освободить от этой его тайны, да, от этой его беды. Вы знаете, вы его как спасете. Вот спасете и все. Вот не знаю, что это значит, но вы его как спасаете. И после этого этот мужчина, все, он ваш навеки, от макушки и до пяток. Молиться, девочки, на вас будет. Тут и все будет. И предложение, и свадьба, и все к твоим услугам. Вот. Вы, главное, его пока не бросайте. Но поверьте, у него действительно какая-то очень серьезная причина есть. Ему она не по силам, она ему не дается, чтобы ее разрешить. А для вас, как говорится, плевое дело. Так пальцами щелкните и решите его проблему. И все. А он в шоке, думает, вот все, богиня. Богиня-волшебница. Вот куда же я теперь без нее? Да, что-то вы для него сделаете. Все будет, не переживайте, не расстраивайтесь, пожалуйста. У него есть причина, еще раз говорю. Вам пока этого не понять, но скоро все узнаете. Так, и напоследок еще момент очень важный. Кто-то у меня по жизни страдал тем, что вы как лишены были каких-то возможностей, лишены были каких-то шансов, там, не знаю, везения, удачи, вот как все мимо проходило. Вот так смотрели на других людей и думали, хоть бы копеечку там найти какую-нибудь, да, а хоть бы мне кто-нибудь что-нибудь там, не то что предложил, просто бы улыбнулся, там, случайный прохожий. Смотрите, вас ждет какое-то невероятное везение, причем как на ровном месте. Понимаете, вот на вас указывает палец судьбы на вас указывает. Вот как либо выберут вас где-то, либо на вас обратят внимание. Я вижу, что вы прям аж до дрожи. Вот не поверите, что это происходит с вами. Повезет так повезет. К вам, видимо, судьба решила применить накопительную систему, да? Не по кусочку давать, а вот одним большим трехэтажным тортом наградить. Угу. Вам, кстати, накануне этого везения будут знаки, либо какие-то сны необычные сниться. Вот вы поймете. Как говорится, повезет, так и повезет. Прекрасно, пусть так и будет. Пусть поскорее так будет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.